В своей жизни мы не раз сталкиваемся с такими испытаниями, с которыми, кажется, не справимся. Но Аллах обещал нам в Коране. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Мы также знаем, что награда тем выше, чем сложнее испытание. И среди трудностей, с которыми сталкивается человек, нет испытания тяжелее, чем потеря ребенка. Субханаллах, это начинается с беременности наших сестер. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, во многих хадисах утверждал, что женщина фи сабилилля, она на пути Аллаха, когда беременна, во время родов, во время родовых очищений и в послеродовой период. Факт, отмеченный в достоверной сунне, в хадисе, переданном Ибн Хиббаном и Ахмадом, и в других хадисах, что если женщина умирает в какой-то из этих периодов, то она умирает шахидом, мученицей на пути Аллаха, субхану ва тааля. Потому что на самом деле ничто не возвышает женщину больше, чем те моменты, когда она носит ребенка. И, конечно же, мы знаем, что связь, которая возникает между женщиной и ребенком, очень сильна. Даже во время беременности и, конечно же, после. Очень сильная связь между ребенком и его родителями. И один из тяжелейших моментов — потерять этого ребенка. И, субханаллах, мы знаем много хадисов, в которых пророк, алейхиссаляту вассалям, повествует о своего рода утешении для людей, испытавших это. Посланник Аллаха сказал, что касается случаев выкидыша, и это упоминается в хадисе от Ибн Хиббана. Он сказал: «Мне больше по сердцу иметь выкидыши, чем снаряжать всадников во имя Аллаха, субхану ва тааля». Он разъясняет это в хадисе, переданном Абу Муса из сборников Ибн Маджи и Ахмада, что погибший в утробе младенец встретит своих родителей в судный день, обоих родителей, отца и мать, в день суда, и вытянет их в рай своей пуповиной, сказал пророк, алейхиссаляту вассалям. В хадисе, переданном Абу Хурейра, изложенном в сборнике Ат-Тирмизи, где Абуль-Хасан спрашивает Абу Хурейру: «Я потерял своего ребенка, дай мне что-нибудь, что утешит мое сердце». И тот поведал, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что ребенок схватится за своих родителей, и Абу Хурейра схватился за рукав человека, схватится за руку своих родителей, за верх рукава, и затянет их в рай, вот как я тяну тебя. Таким образом, это может быть для человека билетом в рай, очевидно, потому что это тяжкое испытание. В одном из хадисов посланник Аллаха сказал: «Тому, кто потеряет 3 детей, то есть 3 нерожденных младенцев, и проявит терпение, в судный день Аллах, субхану ва тааля, возведет крепость». Сахабы спросили: «А если будет 2, и даже 2, а если 1, и даже 1?» Саллаллаху алейхи вассалям. Потому что милость Аллаха безгранична, и Аллах обо всем сведущ. И есть еще один очень сильный хадис, которым я хочу поделиться. Знаете, когда ребенок растет, у вас растет привязанность к этому ребенку. И я постоянно прошу Аллаха, субхану ва тааля, не испытывать меня моими детьми. Так что, пожалуйста, не подумайте, что я преуменьшаю вашу боль, но эти хадисы действительно необыкновенны. Один из них — это хадис от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Когда умирает ребенок раба Божьего, Аллах, субхану ва тааля, спрашивает у ангелов: взяли ли вы под опеку ребенка раба моего? Ангелы отвечают: да. И Аллах спрашивает: вы забрали плод его сердца, вы забрали все у этого раба, ведь для него это действительно означает все. И ангелы говорят: да. И Аллах говорит: и что же сделал мой раб? И они отвечают: он восхвалял тебя и говорил: мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. И Аллах, субхану ва тааля, говорит ангелам: постройте для раба моего дворец в раю и назовите его дворцом восхваления. Дорогие братья и сестры, когда бы вы ни потеряли своего ребенка, которого так сильно любите, если вы проявите терпение, скажете «Альхамду лилля» и «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун» и проявите благодарность Аллаху за те моменты, которые Он позволил вам прожить с вашим ребенком, Аллах возведет для вас дом в раю. Это короткий, гарантированный путь посредством терпения. Абу Хурайра повествует в сборнике хадисов Аль-Бухари, что посланник Аллаха сказал: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة
У раба моего, у которого я заберу чистое счастье, свет очей его, то есть самое любимое им, когда я заберу это от него, а он будет терпелив, не будет у него иной награды, кроме рая. Тогда рай ему обеспечен. И помните, что в судный день того, кто окажется на самом краю рая, спросят, страдал ли ты когда-нибудь? И этот человек, испытавший жесточайшие мучения в мирской жизни, проживший самую тяжелую жизнь, ответит «нет», как только коснется рая. Поверьте, рай стоит этого. И я надеюсь, этот ребенок станет причиной вашего вхождения в рай, вхождения и возвышения в райских уровнях. Как сказал пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе от Хасана бин Муавии Абу Дауда, когда она спросила его, кто будет в раю, кто предназначен для него, и пророк Аллаха ответил, в раю будут пророки, в раю будут мученики, в раю будут младенцы и дети. Они чисты. В книгах их деяний нет записей, и они, иншаллах, вытянут своих родителей на самый высокий уровень. Мы просим Аллаха воссоединить нас с нашими семьями на самом высоком уровне рая, Фирдаус, вместе с пророком, его семьей и сподвижниками. И мы просим Аллаха не испытывать нас сильнее, чем мы можем выдержать. Мы просим простить нам все наши проявления неблагодарности и нетерпения. Мы просим даровать нам лучшее и в мирской жизни, и в мире вечном, и защитить нас от огня ада.